Няхай укрые Твоя опека, Витай, Мария, чистейша Панна, без греху сказы, устережи нас, хвороб заразы. Ты найсветлейша, райска Галилея, очисть поветра, витай, Мария. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W kościele сегодня вспоминаем Najświętейшую Pannę Maryję. Z Lourdes przez jej zastępstwo chcę darować dobremu i miłosiernemu Bogu wszystkich ludzi chorych, cierpiących, особливо naszych bliskich z naszej parafii. Tych, kto nie może сегодня присутничать, a może duchowo gdzieś z nami, jednаются, просячи, как так само ласка Божия одарила их и дала им зразумение, что хвороба является так само, як крыш Иисуса Христа, яка дає збавлення не тільки чоловіку терпячому, але так само і другим, за кого ми хотіли эту нашу хворобу, тяжкость життя оферувати. Эту святую душу справую за всіх інтенцій, які були прочитані про заступництво святого Архангела Михаила для живих Божьего благословения, здравия, физического здоровья, а так само навертания, для победы радости життя вечного. Перепросим Пана Бога за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласть эту наисвятейшую охрану. Споведаюся Богу всем и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Наисвятейшую, за всюду Панну Марию, усіх анgelов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный и, отпустивший нам грехи, заведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Милосердный Боже, сегодня мы с радостью отзначаем вспомин Панны Марии, беззаконной Мати Твоего Сына. Просим Тебе, про ее заступництво, да поможи нам у слабости нашей, как мы, покинувши свои грехи, могли удосконалиться в цнотах. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить в едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги Бытия. И сказал Бог: нехай закишать воды живыми створениями, и нехай птаство, лютое над землею, под небесным скопением. И створил Бог великих морских рыб, и всякое живое створение, что ползает и кишит в воде, поводле ихнего роду, и всякое птаство крылатое, поводле роду Явонова. И убачил Бог, что это добро. И благословил их Бог, кажучи: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды у морах, и птаство нехай множится на земле. И был вечер, и была раница, день пятый. И сказал Бог: нехай земля выдаст живые створения поводле роду своего, живёл, ползунов и диких зверов поводле роду своего. И так сталося. И створил Бог
диких зверов поводле их роду, живел поводле их роду, и всех земных ползунов поводле их роду. И убачил Бог, что это добро. И сказал Бог: учиним человека поводле нашего образу и нашего подобенства. Нехай панує над рыбами морскими, над птаством небесным, над живелами, над усею землею, и над всяким ползуном, что ползает по земле. И створил Бог человека поводле своего образу. Поводле Божьего образу створил его, створил мужчину и женщину. И благословил их Бог, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и володайте ею. Пануйте над рыбами морскими, над птаством небесным, и над всеми живыми истотами, какие рухаются по земле. И сказал Бог: «Вось я даю вам всякую траву, что рассевая насенье по всей земле, и всякое древо, плод якого рассевали насенье, кабы были вам на спожиток. А усім живым истотам на земле, и всякому небесному птаству, и всему, что ползает по земле, и має у себе дыхание життя, я даю на спожиток усілякую зеленину. И так сталося. И убачив Бог все, что я створил, и было оно вельми добрым. И был вечер, и была раница, день 6. Так были завершены небесы и земля, и все ихнее войско. И скончив Бог у 7 день працу свою, якую зробил, и на 7 день отпочил от усей працы своей, якую зробил. И благословил Бог 7 день, и освятил его, бо той день отпочил Бог от усей своей працы, якую робил подчас створения. Вось походження неба и земли, так яны были створаны. Это Слово Божие. Пане Боже наш, якое величное имя Твое. Пане Боже наш, якое величное имя Твое. Коли я бачив Твои недосы справу пальца Твоих, месяцы зорки, якие Ты умацавав, то чим є чоловік, що Ти про якого пам'ятаєш, і син чоловічий, що Ти узгадуєш про його. Пане Боже наш, якое величное имя Твое. Ты вчинив його меньшим ангелов, славою и величию увенчав его, поставив его водоровно с правой рук Твоих, усё поклав ему под ноги. Пане Боже наш, якое величное имя Твое. Овечек и живем всякую, и зверов диких, тушек небесных и рыбу морскую, и все, что ходит стежками морскими. Пане Боже наш, якое величное имя Твое. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Схили, Боже, мое сердце до Твоих свечения, и дай мне закон Твой. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Духом Твоим. Читание Святого Евангелия Павла Марка. У той час сышліся разом до Jesуса фарисеі некаторыя з кніжнікаў, якія прыйшлі з Єрусалем. І ўбачылі, што некаторыя вучні ягоны елі хлеб нечыстымі, гэта значыць не абмытымі рукамі. Фарисеі ж і ўсе юдэі, трымаючыся традыцыі старэйшых, не ядуць, пакуль не памыюць старанна рукі, і, вярнуўшыся з рынку, не ядуць, пакуль не абмыюцца. Ёсць і яшчэ шмат таго, чаго прынята трымацца, абмыцця кубкаў з бадном і місаў і лавак. Тады пытаюцца ў яго фарысеі і кніжнікі, чаму вучні твае не трымаюцца традыцый старэйшых, але ядуць хлеб нечыстымі рукамі. Ён адказаў ім: добра прарочыў Ісая наконт вас, крывадушных, як напісана: народ гэты шануе мяне вуснамі, а сэрца іх далёка ад мяне, але марна пакланяюцца мне, навучаючы вучэнню чалавечых запавядзяў. Бо вы пакінулі запаведь Божую, а трымаецеся чалавечай традыцыі. І сказаў ім: вы умела адхіляеце Божую запаведь, каб захаваць сваю традыцыю. Бо Майсей сказаў: шануй бацьку свайго і маці сваю. І хто зласловіць бацьку ці маці, няхай памрэ смерцю. А вы гаворыце: калі чалавек скажа бацьку ці маці корбан, гэта значыць дарам ахвярнае ёсць тое, што я мог бы дапамагчы, то ўжо не дазваляеце яму зрабіць штосьці для бацькі ці маці. Вы адхіляеце Божыя словы вашай традыцыі, якую перадалі, і робіце шмат чаго падобнага да гэтага. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Братья и сестры, збираемся сегодня тут, как в этой успомин Матери Божией из Лурда, похвалиться над тем, что каждый раз нас спотыкаем. У десяти, хтось тебе сказав, може якось обойти нас хвороба, але ні, вона може не обходить, вона подиходить уміло. І хтось тебе сказав, що некоторая лічить хвороба, это з'являється карою Пана Бога, або якимось нещастям, або може ще якимось прокляттям, бо хтось мене прокрав, хтось мене заговорив, хтось на мене кинув якусь порчу, і тому я хворею. Ні, хвороба з'являється так само у одному аспекту благословленням Бога. Прочитаем мы, что коли Пан тебе любить, то он тебе чубить жив, так само досвідчає, бо заправдане золото пробується в огню. Не хватит на его поглядеть, и его очистить. Нема другого способа, як не поддать его огню. І заправди наше життя, воно накреслене знаком хвороби. А чим цей знак хвороби з'являється? Чи він з'являється якимось нещастям? Ні, він з'являється крижом. Ісус Христос бере охлод на криж і йде. І Він не помирає на крижі для того, як просто померти на крижі і показати, які тяжкості може витерпіти чоловік. Как ён для гэтага памёр на нішто сённяшняя наша была бы імша. Яна бы нічого не было прыдатнае, бо не было бы той сапраўднай ахвяры, якая адбылася. Але Ісус Христос прынимае крыж, каб даць збаўленне нам. Не паказаць, які ён моцны, і што ён выводзіцца, што ён з'яўляецца Богом, але каб злажыць самого себе у ахвяру. Гэта вельмі важная рэч. Тое самае і хвароба наша. Яна до нас не приходить, каб нас забить, каб нас разложить на лопатки, она приходит, каб нас узмацнить, и каб, дякуючи нашим мукам, переживаниям, турботам, мы могли задуматься над нашим життем, отказать себе на питание, якое оно есть, але так само, каб уметь гэтую нашу хворобу ахвяровать. Коли человек будет хвореть только для хворобы, как показать всему свету, який он бедный, то эта хвороба вельми тяжкая. Вот это я должен и притворяться, что мне вельми все болеть. Как
вообще звертали на меня увагу, как вообще на меня приласкали, как вообще сказали, какие ты бедный. Иисус Христу ніхто таких слов подчас крыжовых шляп не сказав. Не знайшлося ні одної особи, яка би так учинила, які ти бідний. Але Ісусу Христу несли допомогу, поглядим, Симон Киранеец, святая Вероніка несуть допомогу, не суцяшаюць, але гэта і ёсць дапамога, якая дапамагае Ісусу Христу так само в якімсь аспекце гэтым людям далучыцца да яго на крыжа, які ён несе. То што з'яўляецца, чым з'яўляецца хвароба, а можа мы не хварэем, можа нашыя блізкія, як не тым самым крыжом, які мы несем разам з Ісусом Христом. Памагаючы нават чалавеку, які дзесьці хварэе, мае якісь цяжкасці. Таму Касцёл гаворыць адной з учынкаў міласэрнасці наведай хворых. Наведай хворых. Чылі вазьмі з ім таксама гэты крыж, гэты крыж нос Сімон Киранеец, альбо святая Вероніка, которая мимо таго, што усе глядзелі, усе піналі, яна прарвалася і выцягнула гэтую свою руку з вадою, з платком, дзе ацерла твар Ісусу Христу. Браты і сёстры, святы Якуб, апостол, гаворыць так: нехта сярод вас пакутае, нехай моліцца. Нехта радасны, нехай спявае. Нехта сярод вас хварэе, нехай пакліча прэзбітера касцёла, а яны нехай памоляцца над ім і намасцяць яго алеем у імя Пана. І малітва веры уратуе хворага, і Пан падтрымае яго, і грахі, якія учыніў, будуць адпушчаныя яму. Чым з'яўляецца сакрамент намашчання, які за хвілінку пасля гэтай хаміліі атрымае кожны, хто з'яўляецца ў стане ласкі асвячальнай, чылі без граху. Цяжка, хто можа таксама прыняць святую камунію. Гэта адзін з условияў, каб быць чыстым сэрцам, толькі чытаннем, каб яму былі адпушчаныя таксама яго грахі і правіны, якія з'яўляецца самым наказам Ісуса Христа, каб гэтаму чалавеку даць дапамогу. Сам Ісус Христос, ведаем добра, ходзячы па зямле, аздараўляў хворых. Чи аздараўляў хворых, каб паказаць сваю боскую моц? Не, каб даць ім аздараўлення, а даць аздараўленне — гэта даць новую надзею на жыццё, каб гэты чалавек мог з перспектывы жыцця яшчэ раз заахвочаны ласкай Пана Бога, у сакрамент намашчэння гэта і ёсць ласка Пана Бога, заахвочаны гэтай ласкай Божаю, мог падняць, перамагчы гэтую хваробу, але таксама атрымоўваючы новае жыццё, новае здароўе, так можна сказаць, інакш таксама, мог таксама быць прыкладам і быць удзячным Пану Богу, што ўсё, што маем, усё залежыць не ад нас, не ад людзей, але ўсё залежыць ад Пана Бога. Ад Пана Бога. Напісана дакладна: нехай пакліча прэзбітара ў касцёла, а яны нехай моляцца над імі і намасцяць яго алеем. Вельмі рэдка, калі хтосьці в гэтай парафіі з'яўляецца, калі хтосьці сапраўды хварэе вельмі моцна, то дзесьці сапраўды в гэтым шпіталі можна прыйсці заўжды сюды ў касцёл, альбо які-колебы другі касцёл, папрасіць святара, каб прыйшоў выспавядаў, калі гэта магчыма в гэтым шпіталі, альбо в гэтым доме, намасціў сакраментам хворых. Бо гэта вельмі важнае. Мы пра гэта запамінаем, так сам гэты тэкст выводзіць з Святого Пісання. Трэба вызваць прэзбітара касцёла, каб гэты чалавек быў намашчаны, каб дзякуючы ласцы ён мог перадалець гэтую хваробу. А гэта вельмі часта для чалавека церпячага прыняцця святой камуніі і сакрамент намашчэння з'яўляецца вялікай радасцю. І можа гэтая хвароба не адыдзе ад чалавека, але ён мае надзею, што сам Христос прыйшоў, каб яго суцешыць. І гэтым з'яўляецца, браты і сёстры, намашчэнне, якое мы сёння таксама, хто жадаем, хто хварэе, можа атрымаць. Каб мы маглі таксама быць прыкладам. Напісана так: і малітвы веры уратуюць хворага чалавека. Не толькі мае малітвы, якія я сёння магу адмовіць ад вамі, але малітва кожнага чалавека, яна таксама уратуе. Калі будзе малітва гэта з верай, напісана дакладна так, святы Якуб апостол піша у пасланні.
І Пан падмацуе яго, і грахі, якія учыніў, будуць адпушчаны яму. Прызнавайцеся адзін аднаму ў грахах і маліцеся адзін за аднаго, каб быць аздароўленымі. Шмат можа шчырая малітва справядлівага. Та якая ёсць гэтая мая малітва? Чи яна сапраўды шчырая, чи яна напоўненая сапраўднай вераю? Гэта залежыць ад кожнага з нас. А ўсе тыя, хто з вас терпяць, памятайце, што несеце крыж разам з Ісусом Христом на Гальготу, на сваю асабістую Гальготу свайго жыцця. І гэты крыж уратуе такіх аднаго злачынцаў, які там таксама быў завешаны. Уратаваў таксама аднаго злачынцаў, які там дзесьці імеў вялікія грахі. Але таксама гэты крыж нападобе крыжа Ісуса Христа уратуе не толькі гэтага злачынца, але увесь свет. І гэта залежыць ад нашых інтэнцый. Чи я надам новы сэнс свайму цярпенню, чи я буду толькі цярпець, каб цярпець, і каб усе, не ведаю, жалелі мяне, што я так моцна вельмі цярплю. Чи я ведаю, што хвароба з'яўляецца таксама Божаю ласкаю для кожнага з нас. Амен. За хвилинку отбудется сакрамент намащения хворых. Он сказал, что может приступить каждый, кто является читами ласки. Освячально некоторые этого сакраменту сапраўды потребує. Выступая из веры, коли из веры будет просить нам Пан Бог дасть, что потребно, как мы могли перемагчы, альбо можем быть удельниками муки Иисуса Христа. Молитва за всіх нас присутних, брати і сестри, з вірою будемо молитися, просячи Пана Бога за нас тут присутних, покорно кажучи: Пане, навідай нас своєю милосердністю і ласкаво умацуй святим намащенням. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Визволі милостиво усіх хворих от всілякого зла. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Облегчи покути усім хворим. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Будь ласкавий до тих, хто опікується і лічить хворих. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Милостиво визволі усіх тут присутних хворих от усілякого греху і усілякої спокуси. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся так само у всіх тих інтенціях про заступництво святого Архангела Михайла, які ми заносимо до доброго і милосердного Бога. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Дай ласкаве життя і збавлення тим, на кого у Твое ім'я ускладає руки. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молитва над аллеями будем отказывать. Благословленный Ты, Боже, благословленный Ты, Боже, Ойче всемогутный, бо для нас и нашего избавления Ты послал у свет Своего Сына. Благословленный Ты, Боже. Благословленный Ты, Боже, Сыну, одинородный, восставший человеком, захотел лечить наши хворобы. Благословленный Ты, Боже. Благословленный Ты, Боже, Святый Духу Утешитель, что наше слабое тело умацовуєш неспинно своєю моцею. Благословленный Ты, Боже. Пане, нехай Твої слуги, які у вірі Костьола намащаю алеям, отримають утешення у своїх покутах і хворобах. Праз Христа, Пана нашого, буду подходить и робить знак крыжа на початку на лобе, и буду говорить это слово, и праз гэтае святое намащение и свою бесконцую милосердность, нехай Пан умацує Тебе ласка и Духа Святого. Отказываем Амен, руки вытягиваем ладонями вверх, и так само тут кому робить знак крыжика, говорячи: нехай Пан вызволит Тебе от грехов, уратуя и милостиво подтримає.
Амінь. Вийдемо, станемо по боках. Каждый, кто отримає сакрамент намощення, може вернуться і сесть. А хто не розуміє, то може сесть і заспіваємо пісню якусь. Наклонися до моих очей, и убачу, наклонися моих устно и промолвлю прославление, наклонися моего сердца и очисти. Хай Твой Дух Святый наполняет меня, доткнися до моих очей и убачу, доткнися моих устно и промолвлю прославление, доткнися моего сердца и очисти. Хай Твой Дух Святый наполняет меня, доткнися до моих очей и убачу, доткнися моих устно и промолвлю прославление, доткнися моего сердца и очисти. Хай Твой Дух Святый наполняет меня, доткнися до моих очей и убачу, доткнися моих устно и промолвлю прославление, доткнися моего сердца и очисти. Хай Твой Дух Святый наполняет меня, доткнися до моих очей и убачу, доткнися моих устно и промолвлю прославление, доткнися моего сердца и очисти. Хай Твой Дух Святый наполняет меня, доткнися до моих очей и убачу, доткнися моих устно и промолвлю прославление, доткнися моего сердца и очисти. Хай Твой Дух Святый наполняет меня, доткнися до моих очей и убачу, доткнися моих устно и промолвлю прославление, доткнися моего сердца и очисти. Хай Твой Дух Святый наполняет меня, доткнися до моих очей и убачу,
Докранися моих устов и промолвлю прославление. Докранися моего сердца и очисти. Хай Твой Дух Святый наполняет меня. Докранися до моих мощей и убавшу, докранися моих устов и промолвлю прославление. Докранися моего сердца и очисти. Хай Твой Дух Святый наполняет меня. Молимся. Откупитель наш, просим Тебе, вылечи лаской Духа Святого намащенных тут хворых, оздорови их раны и отпусти им грехи, а так само отдали от них всякие терпения души и тела. Милосердно верни им полное духовное и физическое здоровье, как обновленные эмоции Твоей милосердности, и они вернулись до раннейших обовязков, які живешь и владаешь на веки вечные. Спеваем песню охмирования. Отрази мою надежду, запали во мне любовь, проедай живую веру, кровью жизнь слуга мой. Я знаю, Ты любишь меня, я знаю, Ты чуешь меня. Мой Иисус, еднайся со мной, живи во мне. Я знаю, Ты любишь меня, я знаю, Ты чуешь меня. Мой Иисус, еднайся со мной, живи во мне. Отпусти мои провины и пробачь мои грехи, Пане добрый и терпеливый, не погасуй Твоим, окажи мне милосердность, накори своим житьем, закрепляет Твоя верность. Пане мой, друже мой, я знаю, Ты любишь меня, я знаю, Ты чуешь меня. Мой Иисус, еднайся со мной, живи во мне. Молитесь, как мольбы ваших, я принял Бога и тетути народные. Нехай вам Бог примет отряд рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костру святому. Прими, просим Тебе, Пане, молитвы и ахвяры Твоего народа, якие Он Тебе приносит, как брат заступництва Наисвятейшей Марии, Мати Твоего Сына, стали действенными молитвы и величественные просьбы каждого человека, Бранц Христа, Пана нашего. Аминь. Пан с вами, И с Духом Твоим. и Божу сердце. Узносим передавать. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. За правды годно это и справедливо, слушно и избавенно, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку.
Panie Święty Ojcze, Всемогутный, Вечный Боже, и как мы отдавали Тебе належную хвалу, благословляли Тебе, означаючи успомин Найсвятейшей Марии завсёды Девы. И она про деяние Духа Святого зачала Твоего одинородного Сына и заховуючи хвалу Дяводства на свету спрадвечное светло Иисуса Христа нашего Пана. Праз Его Твою велич прославляють хорі ангелов, які завсёды радуються перед Твоим обличчям. Просим, кабы наши голосы долучалися до их разом с ними ускрикаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святый, крылица всякой святости, тому просим Тебе, освети эти дары росою Духа Твоего, как они станется для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znał Tobie podzięku składając, podał swoim uczniom, każuczy: «Bierite i picie z jego wsie, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zaповietu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего престолования. Wspominający śmierć i z mертвых powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, abyś ich nas, przymających ciele i krew Chrysta, Duch Święty zabrał одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiejny po всем świecie, udoskonale o любови razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Józefem i всем duchowieństwem. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які поснули надії на воскрешення, і про всіх, хто в ласці Твоєї дійшов з этого світу і дозволив убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечном уедности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, святыми апостолами, святым архангелом Михаилом, Яном Павлом, благословенным Отцом Брониславом и всеми святыми, які спрадвеку подобались Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, z Chrystom i u Chrystie, Tobie, Boża Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, raz u siebie wieczny ja. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, а избавь нас от зла. Просим Тебя, Panie, zbaw nas od всякого злого.
дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Twoje bogactwo i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daję wam. Prosi, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wiarę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej wolej, a daryć Jego supokojem i jednością, jaki żyjesz i wladarysz na wieki wieczny. Ja, supokój Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Я тебя вечно себе, враги свету, смилуйся над нами, барану Божий. Я тебя вечно себе, враги свету, смилуйся над нами, барану Божий. Я тебя вечно себе, враги свету, одари нас упокой. Будь раной души, будь той, кто берет на себе грехи światu, благословленные, вокликанные на вечеру Ягоную. Они меня не враги, как ты вошел на меня, а не скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. У яким укрыты земли неба, величный Столице, видай напою, что дух наших стольных праву сподобит. Видай крымница, добрый и могутный, сам Бог всю свету, у Тебе присутный, Ты для всех верных, знак мудрости Божией, вечной пригожей. Витаю, мана, что с небес падает, письма роскошны, сердца худшие
для бедных душам, дивная ласкавость, сегодня тебе мои слезы шукают, кричут, до тебе, Мати, снесу я молитву. Пожадай, как Иисус жил во мне, где льёт Святый Дух сыходит, где льёт небо вашу я. Молимся. Ласкавый Боже, мы приняли евхаристичный посилок у день вспоминанной Святейшей Панны Марии из Лурда. Учеников мы верно и шли за ее прикладом, и отдано служили справе нашего откупления. Праз Христа, Пана нашего. Пан с вами. И с Духом Твоим. Хай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангел Михаил. Бережи нас у змаганні, будь з нас оборони, супроть спокуси і пасток злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ смирить по світі. Острия, вятви настания весны нам, тревожать моцы нас ворожия, успаши нас, дай силу нам, один Тройцы, Бог святый, Тебе хвала во все веки, коли закончится наш шлях земный, угодовство свое прими. Аминь. Про заступництва святого Архангела Михайла просить усіх тих інтенцій, які була справлена свята Мша, просячи для кожного Божих ласкав. Kyrie eleison. Христе eleison, Kyrie eleison. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче з неба Божий, Змилуйся над нами. Ім'я Откупитель світу Божа, Змилуйся над нами. Духу Святий Божа, Змилуйся над нами. Святая Троица Діни Божа, Змилуйся над нами. Святая Марія, Королева Ангелов, Молися за нас. Святий Архангеле Михайле, Молися за нас. Святий Михайле, найславніший князю, Молися за нас. Святий Михайле, мужний у боротьбі, Молися за нас. Святий Михайле, переможця сатани, Молися за нас. Святий Михайле, пострах злих духов, Молися за нас. Святий Михайле, проводир войска небесного, Молися за нас. Святий Михайле, предвестник Божої хвали, Молися за нас. Святий Михайле, радость анgelov, Молися за нас. Святий Михайле, honor неба, Молися за нас. Святий Михайле, який узносиш до найсвятейшего, до найвышейшего нашей просьбы, Молися за нас. Святий Михайле, оборонца праведных душаў, Молися за нас. Святий Михайле, Божий посланник, Молися за нас. Святий Михайле, наш проводник у молитве, Молися за нас. Святий Михайле, наш
szczyt od spokusą. Молитесь за нас. Święty Michale, moc narodu Bożego. Молитесь за нас. Święty Michale, ochotnik i opiekun Kościoła. Молитесь за нас. Święty Michale, dobroczyńca narodów, jakie Ciebie prosławiają. Молитесь за нас. Święty Michale, chorąży zbawienia. Молитесь за нас. Święty Michale, aniołe spokoju. Молитесь за нас. Święty Michale, prawownik duszą do wiecznego światła. Молитесь за нас. Święty Michale, rozporządczyk niebiesny. Молитесь за нас. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu. Даруй нам память. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu. Выслушай нас, Пане. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu. Zmiłuйся над нами. Молися за нас, święty Archaniole Michale. Как станемся мы годными нарицанием Христовым. Молим się, Всемогутny Wieczny Boże, że ustanowił świętego Archanioła Michała obrońcą Kościoła, raz jego zastupnictwa, a dalej Kościół szczęściem i spokojem, a nas łaskają w ziemnym życiu i chwałą wieczności. Raz Chrysta, Pana naszego. Święty Boże, święty mocny, Святый есть народы, zmiłuйся над нами. Святый Боже, святый мocny, святый есть народы, zmiłuйся над нами. Святый Боже, святый мocny, святый есть народы, zmiłuйся над нами. От пожару, голоду, войны и заразы храни нас, Боже, от раптовной и бесподеланной смерти стережи нас, Боже. Мы грешные, Тебе, Бога, просим, выслухай нас, Боже. Молитва до святого Архангела Михала, опекуна Беларуси. Święty Archaniole Michale, kniazu wojsk niemieckich, przyjdź na допомогу людям, яким погрожає сила тьмы. Они ж были створенные на подобенство Божие, откупленные про житье, смерть и воскрешение Иисуса Христа, Сына Божьего, призначенного на святыню Божию, как пробывал у их Дух Святый. У Тебе, Święty Michale, Kościół ma swojego obrońcę i opiekuna. Ty wiedziesz zbawionych do niebiesnego szczęścia. Проси Бога об спокое, как перемог владу сатаны сей биту хаоса, и как не дозволил тримать людей в неволе и шкодить Костелу. Нехай бездоганная Панна, правнуция у солнца, королева ангелов, расстегли струшить голову Антихристу и оборонит своих земных детей от его ворожего впливу. Święty Archaniole Michale, obrońca chwały Najwyższego, занеси наши просьбы до Бога и выпроси для нас Его милосердность. Бережи нас у змагании супрать спокусов и пастырь злого духа, будь нам обороною, князю войска небесного, мocою Божою, скинь у пекла сатану и інших злых духов, якие на згубу душ снують по свете. Посприяй, как мы, праз всю вечность были верные Твоему заклику, кто ж, коли не Бог. Tajemnicу sakramenta. Родить второе право, Боже, новый заповедь, что нам розум не толмачить, свято веры принеси. Богу вечному Тройцы, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походить, Отцу вечного.
Ci покинул нам исповедь своей муки. Просим Тебя, доложи нам так ушановывать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсегда отшивали землю Твоего откупления, яки живешь и владаешь с Богом Отцом едности Духа Святого, Бог, правду все веки вечные. Аминь. Именами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент, будь завсёды похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент, будь завсёды похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный